Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами в Якутии выделил Рослесхоз, где обстановка самая сложная. Прием документов в среднеспециальные учебные заведения стартует послезавтра. Озвучим особенности набора студентов в этом году. Готовь сани летом. Ближайшей зимой в Алекминске появится хоккейный корт. Сейчас идет его монтаж. Рослесхоз направил Якутии почти 380 миллионов рублей на авиамониторинг и борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщил глава республики А.С. Николаев в своем твиттере. Это распоряжение премьера правительства Михаила Мишустина. Тем временем лесной пожар у села Тумол в Хангаласском улусе ликвидирован. Таким образом, в районе снят режим чрезвычайной ситуации. А всего за сутки потушили 5 природных возгораний на общей площади 6000 гектаров. Между тем, режим ЧС продолжает действовать в Тампонском, Нюрбинском и Верхневилюйском улусах. По данным Минэкологии региона, в Якутии продолжают тушить 8 лесных возгораний на территории 7 районов. В борьбе с огнем заняты более 1000 человек и порядка 120 единиц техники, в том числе 20 воздушных судов. В 14 районах особый противопожарный режим. Переходим к эпидобстановке. Еще 90 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, из них 56 в Якутске, сообщает Оперштаб. В Амгинском районе 8 случаев, в Алданском и Вилюйском по 5, в Ленском и Мирнинском по 4, в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах заболели по 3 человека. В Чурапчинском улусе 2 случая. Лаборатории за сутки провели почти 1300 исследований на ковид. Кроме того, на сегодня в республику поступило всего 208 тысяч доз вакцины против коронавируса. Получили первую прививку 186,5 тысяч человек. Вторую вакцинацию прошли 140 тысяч якутян. Использовано 89,5% от общего объема вакцины. Сколько экзаменов нужно сдать абитуриентам, какие сроки приемной кампании обозначены в этом году? Об изменениях в наборе студентов рассказал ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев. Подробности в материале Надежды Саханской. Приемная кампания 2021 года начнется уже 20 июня. В этом году в перечень необходимых документов для поступления по программам бакалавриата и специалитета вошел СНИЛС. Новшество заменит пофамильные списки, в которых будет указан только номер свидетельства. Если этого документа нет в наличии, то приемная комиссия присвоит абитуриенту уникальный код поступающего. Подать документы на поступление можно 4 способами. Через личный кабинет абитуриента, через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, посредством системы госуслуги и через операторов почтовой связи. Стоит отметить, что система личного кабинета абитуриента, которая появилась в прошлом году, себя оправдала. Эта программа у нас еще разработана в 2019 году. Да, и мы просто в прошлом году ее доработали, да, и сделали таким образом, чтобы полностью она была удобна для поступления абитуриентов. Да, если взять через компьютер, если бы они отправляли, да, то им пришлось бы свои все документы сканировать, делать копии и так далее, да, а через поступая онлайн можно даже через мобильный телефон просто сфотографировать документы и отправлять. И я считаю, достаточно это удобно для абитуриентов. Может быть, это большое количество абитуриентов через нашу разработку, нашу программу и подать документы. Зачисление в ВУЗ будет проходить в 2 этапа. 30 июля – этап приоритетного зачисления. Это абитуриенты без вступительных испытаний и те, кто имеют льготы, а также зачисление на целевое обучение. Всего на 2021-2022 учебный год в Северо-Восточном федеральном университете выделено 4154 бюджетных места по программам общего и среднего образования. А 28 июля завершится прием заявлений о согласии на зачисление. По мнению специалистов Северо-Восточного федерального университета, нынешние абитуриенты все чаще знают, чего хотят, и приходят поступать с конкретной целью на ту или иную специальность. Вот и в этом году, отмечают в СВФУ, университет ждет в своих стенах будущих специалистов своего дела, уверенных в собственном выборе. Тем более долго раздумывать не придется, так как на этап зачисления в этот сезон приемной кампании выделен только один день – 5 августа. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск.
От желающих поступить в среднеспециальные учебные заведения прием документов начнется с 18 июня. Количество выделенных бюджетных мест в этом году более 6 тысяч. Из них порядка 3 тысяч мест для абитуриентов, поступающих после 9 класса. Это на 100 мест больше, чем в прошлом году. В связи с ограничительными мерами документы будут принимать дистанционно до 15 августа. Кроме того, по некоторым специальностям абитуриент проходит вступительные испытания в виде тестирования. Для них последний день приема документов 10 августа. В этом году прибавилось 16 новых профессий. В этом году мы открыли 16 новых профессий и специальностей. Большинство на базе 9 классов. Также можно сказать, что в большей степени это промышленная направленность, да, в сфере IT. Также можно поступить, к примеру, в Шатайский техникум на специальность монтажник, также мехатроника и робототехника. Всего на территории Республики Саха-Якутия функционирует 42 профессиональных образовательных организаций, куда могут подать заявление. Сейчас приемная комиссия техникума связи и энергетики готовится к ответственному моменту. В этом году выделено 200 бюджетных мест. В учебном заведении готовят наиболее востребованным профессиям в области IT-технологий и программирования. На одно место от абитуриентов поступает 15 заявлений. Как рассказали в приемной комиссии, в этом году прибавилось 2 новых направления. После 9 класса начнут обучать монтажников связи. Также возобновили подготовку охранников пожарной сигнализации. На базе 11 класса у нас монтажник связи, новое направление. И возобновили мы охрану пожарной сигнализации на базе 9 класса. Проблемы были, что со стороны подачи документов, то есть не могли понять портал, не могли зайти через госуслуги. Но в этом году эта проблема отстранена, то есть устранена точнее. И, соответственно, но хочу сказать, что у абитуриента у самого должна быть запись, утвержденная в госуслугах. «Готовь сани летом». Этой зимой инициаторы одного из проектов программы поддержки местных инициатив смогут опробировать результат своей идеи. В Алекминске идет монтаж хоккейного корта. Как продвигается работа, знает Елена Фаст. Проект «Инициатива. Хоккейный корт» близок к завершению. В свое время именно эта инициатива была предложена группой ребят, увлеченных хоккеем, и ее поддержали. В 2020 году город Алекминск стал победителем в программе поддержки местных инициатив. То есть один победитель проект – это установка хоккейного корта в городе Алекминске. Инициатором данного проекта выступили молодые хоккеисты в лице Андрея Щура. Вот. Данный проект был поддержан жителями. Также все денежные средства с населения были собраны. Вот. И в 2021 году, сейчас в летний период, мы реализуем данный проект. Площадь корта большая, 40 на 20 метров, поэтому сложнее всего было определить место. И это не только площадь, желательно участок более ровный. Устанавливаем мы на территории напротив стадиона «Чароид», так как это у нас более-менее такая буферно-спортивная зона. И как бы вполне логично, что хоккейный корт у нас будет в связке с другими спортивными комплексами. В эти дни подрядчики завершают работы по планировке, подготовке площадки под установку. Надо сказать, наиболее сложный фрагмент всей работы. Для исполнения приехали подрядчики из Челябинска. Это подготовка земли ровной. Потом не обязательно столбы делать, можно было на уголках. Вообще хоть как ты можешь сделать. И ставим борты, да. У нас должна быть ровная площадка, чтобы не было дырочек под хоккейным кортом. Должны пробуриться, чтобы не было воды, потому что мы не сможем забетонироваться. Нет проблем, есть рабочие вопросы, улыбаются молодые парни. Все решаемо. Сложности? Ну, на самом деле, как таковых сложностей нету. Здесь просто рабочие моменты, которые нужно решать и которые могут решаться довольно-таки долго. Но, во всяком случае, никаких жалоб нет, в порядке все. Этой зимой инициаторы смогут опробовать то, что еще недавно было только на бумаге. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На сцене Академического театра в Казани состоялась премьера якутского спектакля «Алитет уходит в горы» режиссера Андрея Борисова. Сценическая композиция Саха-театра поставлена по мотивам одноименного романа Тихона Семушкина. Выступление якутских артистов прошло в рамках Дней Якутии в Татарстане.
Сахатеатр также стал участником международного театрального фестиваля. Премьеру посетила и моя коллега Айсана Бурнашова. Революционное время. Чукотка. Жители полуострова дурманят американские колонизаторы. Скупая за бесценок пушнину и бивни морских обитателей, они устанавливают свои законы торговли. Потворствуют им и местные жители под предводительством главного героя – богатея Алитета. Заслуженный артист Якутии Василий Борисов. Именно он сыграл роль захмелевшего властью и деньгами героя. Он не считается со стариками, плюет на традиции, идет ва-банк наперекор народу. Но чуть позже Алитет поймет, ставки слишком высоки, не все можно купить за деньги. Череду насилия и эксплуатацию жителей Чукотки остановит любовь к родной земле. Роли все сложные для актера бывают, когда. Но вот эта роль далась мне более чуть-чуть тяжело, потому что в моей крови течет кровь малочисленных народов. Иногда была дрожь, когда проходили какие-то сцены, когда именно показывалось состояние народа. Тема самоопределения и выбора пути целого этноса красной нитью проходит по всей постановке. Уместить в двухчасовой спектакль целый период жизни малочисленного народа с их переживаниями и желанием жить на свободной земле – задача сложная. Но актеры справились, зал аплодировал стоя. Известный режиссер, о чем говорить можно? О чем говорит? Он хотел показать целый пласт жизни. Только Национальный театр интересен сейчас. Объемность, которую дает спектакль, и передний, и задний план. Актеры невероятные, просто вот веришь всему, как будто сам там находишься, местами страшно, местами жутко, местами захватывающе. Очень приятно, что сюда привезли такой спектакль в нашем театре. Это видеть очень мощно, здорово. Спасибо большое. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Казань, Татарстан. Погода в Якутии продолжает удивлять. Например, в Устьянском районе в середине июня выпал снег. Эти кадры очевидцы редкого для лета погодного явления выложили в соцсети. А в целом по республике в ближайшие дни погода нас порадует. В Якутске, например, к выходным ожидается жаркая погода, плюс 30 градусов. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.